28 августа жители Вашингтона и Нью-Йорка вышли на улицы и призвали правительство США, ООН и другие страны осудить насилие против уйгуров и признать политику Китая в Восточном Туркестане геноцидом. В ходе интервью «Голоса Америки» основатель движения национального пробуждения Восточного Туркестана Салех Худаяр сделал следующее заявление. 29 августа исполнилось 4 года с момента перевода Чена Чуанго в Восточный Туркестан в качестве генерала-губернатора. Чен Чуанго стоит за строительством концентрационных лагерей и тюрем, принудительным трудом и надзором за уйгурами, а также полицейским государством, которое мы сегодня наблюдаем. В свою очередь, представители тибетской и уйгурской общин Великобритании организовали перед офисом ООН в Лондоне акцию протеста по случаю 9-й годовщины жестоких преступлений, совершенных Ченом Чуанго в Тибете и Восточном Туркестане. Акция протеста была организована под эгидой Тибетского общества Великобритании, Всемирного уйгурского конгресса и Международного союза за Тибет и преследуемые меньшинства. Всемирный уйгурский конгресс выступил с заявлением, в котором призвал Германию выступить против геноцида уйгуров. Заявление было сделано накануне визита министра иностранных дел Китая Вана Йи. В заявлении отмечалось, что правительство Германии должно воспользоваться визитом Йи для того, чтобы придать гласности уйгурский вопрос и привлечь Китай к ответственности за геноцид жителей уйгурского региона. С другой стороны, 3 члена Комитета по правам человека при федеральном парламенте обратились к министру иностранных дел Германии Маасу и предупредили, что Китай не может быть надежным партнером. В письме также содержатся требования о закрытии концентрационных лагерей, в которых содержатся уйгуры и другие тюрки. Депутаты также сослались на проблему Гонконга, указав, что действия Пекина подрывают международное право и, следовательно, санкции против Пекина должны быть более жесткими. Немецкие политики отметили, что нынешние китайские лидеры стали более агрессивными во внутренних и внешних делах и поэтому утратили право называться надежными партнерами. Китайская компания ByteDance оценивает заявки компаний Microsoft, Walmart и Oracle Group на продажу подразделений TikTok в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Однако перед заключительным этапом продаж правительство Китая приняло решение, которое может все усложнить. Впервые за 12 лет Министерство торговли Китая обновило список запрещенных или ограниченных для продажи технологий. В связи с этим продажа TikTok может быть приостановлена. 3 августа Дональд Трамп сообщил, что планирует запретить TikTok в США, но позже сообщил, что может пересмотреть свое решение в случае его перехода в собственность американской компании. По словам Цуйфана, профессора торговли Пекинского международного университета бизнеса и экономики, решение китайского Минторга может помешать продаже американских, канадских, новозеландских и австралийских подразделений TikTok. Власти Израиля ведут переговоры с арабскими странами по вопросу о нормализации отношений, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Проходит множество переговоров, о которых не сообщается, с арабскими и мусульманскими лидерами по поводу нормализации отношений с Израилем, приводят его слова местные СМИ. Нетаньяху провел переговоры с советником президента национальной безопасности Робертом О'Брайеном и специальным посланником США в Иране Брайаном Куком. Переговоры прошли в его офисе в Западном Иерусалиме. После встречи Нетаньяху и представители США оценили соглашение, которое было достигнуто между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Рыболовное судно, на борту которого находились 14 человек, затонуло ранним утром в воскресенье в акватории у острова Пинтань, провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Примерно в 4 часа утра 30 августа рыболовное судно, зарегистрированное в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, затонуло в акватории у острова Пинтань. По состоянию на 10 часов утра 30 августа 2 человека были спасены и еще 12 человек числятся пропавшими без вести, сообщил провинциальный центр по спасению на море. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы и ведется расследование причин инцидента. С другой стороны, число людей, погибших в результате обрушения двухэтажного ресторана в китайской провинции Ланьси, возросло до 29.